Кузнецову, дочь бессменного капитана команды Валентины Михайловны Кузнецовой. Ирина имеет разряд по лыжным гонкам, в группе являлась фоторепортером. Она расскажет о своих легендарных лыжных походах, о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время экспедиций. И Светлана Самара. Светлана, президент Международной общественной организации «Метелица», теперь эта организация называется именно так. От нее участники сегодняшнего дня Арктики узнают, какие цели команда ставит перед собой сегодня, чем занимается эта легендарная команда сейчас. Приветствуем! Ну, мы сегодня уже второй раз начинаем. Наверное, опять мы начнем с того же самого, потому что я вижу другие лица, новые люди. Метелица – это женская лыжная полярная команда. На сегодняшний день уже не только лыжная. Как вы видите, вот один из видов спорта, который мы сейчас активно продвигаем и адаптируем для инвалидов, это скалолазание. Поэтому, наверное, правильнее будет сказать просто спортивная команда Метелица, научно-спортивная команда Метелица. Команда работает, вот я сейчас только что сама увидела ошибку в ролике, не 69-го, а 66-го года. Команде в этом году, соответственно, 54 года. 54 года – это один и тот же состав, но пополняемый. Практически нет никого, кто там ушел, вышел. Они все так или иначе на связи вместе с командой. Это около 100 человек, которые прошли через разные экспедиции на разных этапах. Ну, невозможно 50 лет ходить на лыжах, это совершенно точно. С 1966 года команда работает. Команда начала именно как лыжная спортивная команда. Первые 5-6 лет были сверхмарафонские лыжные пробеги. Сверхмарафонские лыжные пробеги просто потому, что это послевоенное время, когда был очень жив еще послевоенный дух, когда некая романтизация памяти войны уже происходила, потому что общество выздоравливало от ран, и совершенно такое романтизированное отношение к партизанам на лыжах и так далее. И лыжный спорт, он был, вот, иногда я читаю старые хроники, в том числе и Метелицы, мне кажется, большой теннис рядом не стоял вот с популярностью лыжного спорта тогда. Очень сильные команды Бауманского института мужские в какой-то момент вдруг дошли до Питера, до Ленинграда. Это имело очень большой резонанс, это имело очень большую такую прессу, хорошую, положительную. И женская команда девушек, вот в том числе Ирининой мамы, Валентины Михайловны Кузнецовой, под ее крылом собралась. Это были сильные лыжницы, которые в силу просто, ну, в спорте есть такое понятие «неудачный год». До сих пор это существует. Неудачный год рождения, когда спортсмены этого года, Олимпиады идут с циклом 4 года, чемпионат с своим циклом, ребята этого года просто неудачно высеваются в Олимпиаду, и они не все так легко у них складывается, как у людей, которых более удачный год рождения. Метелица, первый состав Метелицы – это девушки довоенного 1937 года рождения. Поэтому после войны соревноваться с молодежью, которая хорошо питалась, которая не знала, что такое оккупация, что такое настоящий голод, было трудно. Девушки к 30, уже имея серьезные достижения в лыжном спорте, в том числе и чемпионы республик, и чемпионы СССР, еще полные сил, но вот уже не видящиеся дальше в спорте, задумались о том, что делать. Собравшись в команду, они тренировались, много работали, и на это внимание каким-то образом обратили журналисты, сказали, вот, наверное, женская команда, наверное, она хочет утереть нос бауманцам, мужчинам, которые прекрасно ходили в Питер. И дело в том, что это было сказано на страницах газет. И как-то вот девушки вдруг сказали, а чего бы и нет-то, собственно. Наверное, придется вот как-то собраться и пойти в Ленинград. Сначала был тренировочный поход в Смоленск, 450 километров, а потом Ленинград. Ленинград, который запустил очень интересный, очень мощный этап в жизни команды и, собственно, сделал команду командой. 725 километров на лыжах за 7,5 ходовых суток. При ужасной низкой температуре за минус 30 градусов в
вдоль Ленинградского шоссе, которое в 1969 году, как вы понимаете, выглядело совсем не так, как сейчас. Фокус оказался в том, что бойцы советской армии, поставленные прокладывать лыжню, где-то в районе Конакова обалдели, встали за метелицей и пошли за ним. А потом они до Твери не дошли, они где-то там по пути. Ленинградское шоссе, сырая, вообще климат сырой, и поэтому до сих пор есть участки за Балагин, когда едешь, там в любой мороз, там туман. Я прошу прощения, на секунду. Дело было не в том, что мужчины слабее, вовсе нет. Просто вызов не был брошен этим мужчинам, и это была не их мечта. Они не понимали задачу. Молодые мальчишки, бойцы срочной службы, тем не менее, вот они и психологически, и всячески были. Они не понимали просто, зачем они идут, и они сломали по дороге. В твоей мере обидеть мужчин ничем. Мы очень гордимся своим и восхищаемся. Вот. В итоге девушки дошли до Ленинграда, показав очень хорошее время, и стали думать, что делать дальше после этого. И вот здесь связано с личными историями каждой из девушек, и опять же с периодом жизни. Уже очень хорошо восстанавливалась жизнь после войны. Уже все это отходило назад. Отец Валентины Михайловны Кузнецовой в свое время воевал с финнами. И когда они задумались идти в Финляндию, просто потому что это лыжная страна, куда еще на лыжах идти, собственно, он ей говорил, что вы сошли с ума, зачем вы туда идете? Я своими глазами видел, как финны резали детей, как вы оттуда не вернетесь. Ну, тогда она сказала, что я иду туда, чтобы это больше никогда не повторялось. И они смогли организовать, они смогли подготовиться. За 33 дня, 33 суток не говорят, за 33 ходовых дня они прошли 2600 километров. Москва, Санкт-Петербург, Ленинград, Хельсинки, Турку, Темпио, Торнио. Да. Опять же, мороз, было очень много сложностей. Морозы временами были такие, что крепления лопались. Девушки утром становились на маршрут с ботиночки 37 размера, а финишировали в 40. Иногда в ботинках была просто кровь. Она просто через кожу сочилась от перегрузки. Утром некоторые говорили, что невозможно было открыть глаза, настолько отекало. Сердце привыкало работать в очень мощном режиме в течение дня, и за ночь, не успевая остановиться, давалось сложнейшие, тяжелейшие отеки. Тем не менее, девушки дошли до финиша, и на удивление это перевернуло вообще не только Финляндию, но и Скандинавию по отношению к СССР, к России. То есть пришли красивые, молодые женщины, очень спортивные, которые дали бешеные совершенно показатели. А Финляндия – это страна, которая рождается на лыжах. И финны о своих детях говорят, что учиться ходить, они учатся потом, когда лыжи снимут, тогда они учатся ходить. Поэтому это вот Финляндию потрясло настолько, что на сегодняшний день в Финляндии есть отдельная экспозиция в музее национальном, которая посвящена вот прям метелице. Они настолько нас любят, что пока была жива Валентина Михайловна, они ее приглашали регулярно на всякие мероприятия. И даже такой вот в наше капиталистическое время показательный момент, федеральный канал, государственный, не федеральный, там не федерация, государственный канал Финляндии, они вот за свой счет сняли фильм о метелице, такой серьезный, документальный. Вот. И вот... И приглашали специально Михайловну для того, чтобы... И в дальнейшем действительно потрясение. Вот крестьяне в деревнях ночью, чтобы, когда уже темнело, чтобы девушки могли пройти маршрут, они на своих тракторишках выходили и освещали дорогу, чтобы девушки видели, куда ехать. Было очень гостеприимно, очень тепло. В одном из городов их встречал мэр, и когда они там написали в книге почетных гостей, что мы очень ждем горячих финских мужчин с ответным визитом в Москву, он сказал, да, все здорово, но что-то у нас нету таких мужчин, с которыми... Понимаете, что в ближайшие десятилетия... Они появятся. Вот. Ну и поскольку резонанс был очень большой, президент Финляндии Калева Кеканен специально освободил свой график, чтобы встретиться с метелицей. И это стало еще одним рубежом, который
подвел некую черту, потому что в лыжном спорте в сверхмарафонах двигаться дальше было некуда. На сегодняшний день 113 километров в день пока еще никто, даже мужчина, столько не смог. Вот этот финский переход метелицы не перекрыл никто, ни мужчина, ни женщина. Дальше в этом смысле можно бесконечно ходить куда-то, непонятно зачем. Это неинтересно, метелица задумалась. И они задумались, стали искать следующую мечту. И следующей мечтой стала Антарктида. Но в Антарктиду нельзя было попасть вообще в Советское время. Попасть женщине в Антарктиду нельзя было в принципе, потому что было международное соглашение, очень жестко ограничивающее присутствие, рабочее присутствие женщин на континенте по куче причин. Вот вообще не из серии там «Баба на корабле беди», вот вообще не из этой серии. Вот. И попасть в Арктику нужно было только, в Антарктиду только заработав очень серьезный авторитет. Метелица начала ходить в Арктику, чтобы наработать опыт, чтобы понять, насколько ей это нужно, чтобы понять, насколько это нужно и невозможно вообще. На определенном этапе к метелице присоединилась потрясающая женщина, психолог, дублер Валентины Терешковой, Ирина Баяна Соловьева, более чем титулованный и интересный спортсмен, 16-кратная рекордсменка мира. Я не знаю, сколькократная она чемпионка мира, там, по-моему, что-то за 30 раз. Просто в последнее время они перестали прыгать с супругом, потому что последние 2 года они были техническими чемпионами мира. То есть на стартовую площадку, кроме них в мире, в этом возрасте, просто никто уже не выходил, не доживают до таких лет. Она полковник ВКС, доктор наук, психолог, и вот присоединение ее к команде было очень символично, оно дало очень серьезную базу для психологической работы. Медико-биологическая работа тоже наметилась на очень хорошем, интересном, серьезном уровне. И за 10 лет, благодаря Ирине Баяновне, благодаря другим врачам, Татьяне Евгении Кузнецовой,